Жена бросила мужа-инвалида с детьми, но он не сдался, а начал шить сумки из кожи. Рахатбек Уснкажоев из Нарынской области, Кыргызстан, шьет из кожи различные изделия. 6 лет назад он занимался разведением домашнего скота. После с Рахатбеком случился несчастный случай, в результате которого он стал инвалидом первой группы. Рахатбек Уснкажоев родился в 1983 году в селе Большевика Атбашинского района. После того, как у него перестали функционировать обе ноги, мужчина решил освоить новую профессию. В данное время он делает сумки, кошельки, чехлы для телефонов, ремни и элементы конного снаряжения. Его сумки оцениваются до 15 тысяч сомов, $200 США. Их в основном закупают этнические кыргызы из Китая, которые распространяют эти сумки по всему миру. Во время выпаса скота я упал и долгое время был только в лежачем положении. Очень тяжело пришлось моей маме. Через 2 года после несчастного случая меня бросила жена. Детей я оставил себе. Чтобы остановить слезы матери и заботиться о детях, я взял себя в руки. Первые мои доходы за счет ручного ремесла уходили в основном на продукты. Позже я сшил сумку для матери. Оказалось, что у меня талант на это. Я сшил много сумок, но они не продавались. Я начал думать, куда бы их сбыть. В один день в Атбашинском районе проходил фестиваль. Я выставил там свои сумки и многие люди заинтересовались ими, рассказал Рахатбек. Сейчас его сумки стоят от 600 до 15 тысяч сомов, от 10 до $200 США. Он получает неплохую прибыль от их продажи. Врачи сейчас не могут прийти к единому мнению по поводу меня. Одни говорят, что я еще смогу ходить, а другие – об отсутствии надежды. Сейчас я стараюсь сделать все, чтобы обеспечить будущее своим детям, отметил Рахатбек. Друзья, напишите, что вы думаете по этому поводу, и не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Пока-пока. Let it go, let my body go.